Инициативы партии ЛДПР о дополнительной защите студентов, которые работают в ковид-госпиталях, а также о лекарственном обеспечении, получили федеральную поддержку. Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики вместе с депутатом Государственного собрания Башкортостана от партии ЛДПР Дмитрием Ивановым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью. И также ждем подробностей. Федеральная поддержка по двум инициативам депутата Госдумы Ивана Сухарева. В чем суть? Спасибо, Екатерина. Да, действительно, и на прошлой передаче мы говорили об этом, что Иваном Константиновичем Сухаревым, депутатом Государственной Думы от ЛДПР, была предложена инициатива о бесплатных лекарствах, которые находятся на лечении на амбулаторном, в связи с тем, что все лекарства, в основном, которые сейчас выписываются перед результатами теста на коронавирус, они варьируются где-то, более 2000 рублей стоит это вот первичное лечение. Не все могут себе позволить лечение, лекарства, но здоровье для наших граждан это прежде всего. И мы вышли с такой инициативой, чтобы выдавать эти лекарства бесплатно. И действительно очень приятно, и это, я считаю, очень важный момент, что президент Российской Федерации поддержал инициативу ЛДПР, инициативу Ивана Константиновича Сухарева о бесплатном амбулаторном лечении. Также Министерство здравоохранения России было направлено еще одно обращение по защите студентов, которые работают в ковид-госпиталях. Эти обращения к вам поступали здесь, в Уфе, да, студентов. Расскажите тоже поподробнее. Была такая ситуация, что к нам обращались студенты медицинского колледжа старших курсов. Они сообщали о такой проблеме, что их будут отправлять в красные зоны распространения коронавирусной инфекции. И они будут помогать, то есть работать вместе с зараженными. Но момент какой здесь очень негативно сказывающийся был, что они при этом им не давали никакие гарантии, никакие выплаты, стимулирования, ничего не было. И были такие сообщения еще, что им угрожали учебой, если то есть они не пойдут туда добровольно. Но в связи с этим, что к нам обратились учащиеся медицинских образовательных учреждений, и также Иван Константинович Сухарев и я, мы вышли с предложениями о том, чтобы все это делалось на добровольной основе. Их работа была именно в этих красных точках, в красных зонах распространения коронавирусной инфекции. И чтобы все они получали те же самые гарантии, что и получают профессиональные медицинские работники. И президент Российской Федерации снова поддержал эту инициативу и озвучил ее, что это необходимо делать, причем чем быстрее, тем это лучше. Поздравляем. Большое спасибо. Что смогли добиться такого результата. Что еще находится в разработке? Какие проекты сейчас вы обсуждаете? Какие меры предлагаете еще дополнительно принять? Мной также было направлено письмо в адрес правительства Республики Башкортостан, чтобы отменить все массовые праздничные мероприятия, новогодние корпоративы в организациях, предприятиях, утренники в образовательных учреждениях, то есть именно утренники, новогодние елки, да, в школах, в детских садах, и обойтись без установки ледовых городков и елок. Почему? Если мы будем проводить все эти праздники, елки вот в это тяжелое время, будет очень большой скок заражения, но это нельзя допустить. И вот я вышел с инициативой, чтобы отменили все это, и более того, мы сохраним бюджетные средства, которые можно, наоборот, ввести на защиту населения, в том числе и приобретение лекарств, например, да, создание новых коечных мест в больнице. То есть у нас большой спектр в этом направлении, куда можно было бы потратить эти бюджетные средства. И само собой, чтобы люди в новогодние праздники
это будет почти 2 недели, чтобы все остались дома. Как... Да, соблюдали самоизоляцию. Письмо было направлено, но если же правительство не поддержит эту инициативу, то я хочу обратиться к всем жителям республики, чтобы они проявили свою гражданскую ответственность и остались дома в новогодние праздники. Здоровье самое главное. Здоровье, здоровье своих близких, об этом нужно думать. Потому что у всех есть и пожилые дома, дети, да, которые очень сильно подвержены этой инфекции, которая может привести к печальным последствиям. И более того, я хотел бы отметить, что если люди соблюдят режим самоизоляции, экономика в этом практически никак не пострадает, потому что в новогодние праздники так или иначе подавляющее большинство организаций предприятий, они будут отдыхать. Вот я призываю всех жителей республики проявить свою гражданскую ответственность и остаться в новогодние праздники дома. Ну вы тоже дома будете, вероятно. Само собой, я переживаю за своих близких, родных. У меня также есть члены семьи, которые могут быть очень сильно коронавирусной инфекции подвержены быть. И я хочу, чтобы все были живы и здоровы. Дмитрий, вот вы принесли показать плакат, там указан телефон горячей линии, да, куда могут обращаться люди. Расскажите, много ли обращений и топ тем, по которым обращаются жители республики? Да, вот у нас мы запустили интернет-приемную, также, да, я вам говорил об этом на прошлой передаче. И у нас есть горячая линия депутата Государственной Думы. Давайте проговорим. Проговорите, пожалуйста. 8 800 745 40. Угу. Да, вы можете звонить, обращаться. В каком режиме работает? Постоянно. И здесь, на другой странице, у нас бланк обращения на депутата Государственной Думы. Здесь у нас есть QR-код интернет-приемный, то есть наводите смартфон, считываете и попадаете на интернет-приемную. А где такие листовки можно увидеть? Повсюду они распространяются по всей республике. Уже десятки тысяч экземпляров мы распространили. Поступают также тысячи звонков, 1000 обращений. У нас горячая линия вообще депутата Государственной Думы действует уже с 2016 года. Десятки тысяч звонков, 1000 обращений от всех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Звонят, обращаются, стараемся помочь и помогаем. Какие да, потому самые что звонят, распространенные темы? Понимаете, горячая линия это не только означает то, что кто-то столкнулся с юридической проблемой, там, да, или что-то нарушение прав. Но кто-то звонит элементарно поговорить, объяснить ситуацию, что происходит. И я еще раз подчеркну, все наши инициативы, законопроекты, они идут с земли. К нам обращаются люди, мы делаем инициативу, законопроект. Ничего не выдумывается, не берется с неба. Также вот и по предложению остаться дома. Об этом переживают родители своих детей, понимаете, чтобы остались дома. Представьте себе, сколько это будет на новогодних этих праздников, где вот будут сооружаться ледовые городки. Это будет колоссальное скопление людей. Это будет действительно, возможно, вспышка, самая настоящая. Вспышка коронавирусной инфекции после Нового года. Это толпа, давка. Там все равно никто не будет соблюдать социальную дистанцию. Это очевидно. Люди обращаются и боятся за это, переживают. Какие еще темы обращений самые распространенные? Самые распространенные у нас вопросы, связанные с жильем. Обращаются. Отправляем депутатские запросы, помогаем. Сейчас у нас тоже очень многие люди не могут нормально проводить дистанционное обучение своих детей, школьники в основном. С 6 по 10 классы сейчас, да, в Да, дистанционном из того, формате. что, да, отдаленные районы республики, где отсутствует сотовая связь. Технически невозможно. Да, технически невозможно подключиться. Были направлены депутатские запросы, и в ряде районов уже должны установить современные сотовые вышки. Например, вот в Лемезинский сельское поселение был отправлен запрос, это Иглинский район, и был дан ответ, что в 2021 году уже будут установлены новые антенны связи, современные 4G, то есть все будет нормально.
Ну, посмотрим, надеемся, что все-таки коронавирус удастся победить, и дистанционный формат останется вот в 2020 году, но, тем не менее, технически вот останутся такие новые возможности. Да, конечно. Но также, естественно, много обращаются к нам людей, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации из-за коронавируса. То есть это лица старше 65 лет, они сейчас вынуждены оставаться дома. И, в принципе, у них очень мало средств на существование, то есть просят помощи в виде продуктовых наборов, да, юридической помощи, поддержки. И мы все это, естественно, оказываем, как и в интернет-приемах, так и в горячей линии, так и наши депутаты тоже работают на местах. То есть это как работает? Человек позвонил к вам, оставил заявку, по возможности вы оказываете помощь. Само собой, конечно. Мгм. Мы самые первые в республике запустили волонтерское движение в рамках акции «Помоги соседу». ЛДПР вот первая запустила, оказывали помощь, до сих пор оказываем по сей день. Какова эффективность этой акции? Стопроцентная эффективность. Как люди обращаются, мы им помогаем. Волонтеры И нужны? очень приятно, когда оказываешь помощь человеку, они тебе благодарность выражают добрым словом. Улыбкой даже. Как-нибудь. Да, это очень приятно на самом деле, потому что самое главное, что для политических партий актив, это работа с населением, особенно депутатов, да, это касается. Депутат – это избранник народа. У нас все депутаты от ЛДПР, они все ходят ножками, до каждого избирателя проходят, помогают, оказывают поддержку, внимание, потому что многие обращаются сейчас, да и как всегда, в принципе, только сейчас более жесткие условия у людей в режиме самоизоляции, им просто не с кем поговорить, выяснить, что происходит вообще нормально вот сейчас в конкретном у них месте, где они проживают. Созваниваются с нами, также объясняем, рассказываем, если надо, принимаем обращения, реагируем, направляем депутатские запросы. Депутаты ЛДПР всегда у нас активно везде работают, по всей республике, на местах. Местное самоуправление, это в городских округах, даже сельские поселения. Абсолютно все. Я хочу Дмитрий, это у нас подчеркнуть. остается очень мало времени. Еще один вопрос короткий. Те, кто хочет стать волонтером от партии ЛДПР, что им нужно сделать? Жесткие ли критерии? Критерии какие? Помогайте. Оказывайте помощь, поддержку. Хотите? Давайте помогать. Присоединяйтесь к нашим акциям. У нас есть акции с благодарностью и уважением к учителям, с благодарностью и уважением к старшему поколению. Много-много и много. Принимайте участие. Мы всегда за это. Тем более наши идеи, инициативы поддерживают и на местах. И, как вы уже отметили, что и на федеральном, самом высшем уровне наше предложение. И подчеркну, соответственно, что это означает? Инициатива ЛДПР востребована. И еще раз хочу подчеркнуть, призываю всех жителей республики проявить свою гражданскую ответственность и провести новогодние праздники дома. Никуда не входить, не подвергайте опасности себя и своих близких. Дмитрий, спасибо большое. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня был депутат Государственного собрания Башкортостана от партии ЛДПР Дмитрий Иванов, и мы обсудили инициативы ЛДПР. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.